Как говорится в Евангелии, сначала было Слово, и это Слово было Бог. На астинском языке хуцау почитайте обратно. Вац ух. Вац это весть, информация, истина. А цух на астинском языке это уста. Вот вам и пример сакрального астинского языка. Кто такой Бог Ахур Мазда и пророк Заратуштра, знают только астины, потому что носители древневестийского языка. В нашем языке Ахур Мазда это Ахур это учить, Маас дау, моей истине тебя в священной Авесте, понятие термин Аша, производной арта, которая встречается в слове Заратуштра. Если почитать обратно, арт су араз, получается иди сей истину, арт со араза, что в имени Ахур Мазда, что в имени Заратуштра суть одна и та же. Разве это не суть пророка? Сеять истину, весть о Боге, о культуре ариев. Кто такие нарты? Это народ на русском языке. Нарты Абаев переводит как нар, солнце. Че там, где ар или ра, это корень, обозначающий солнце, свет или дух Творца в культуре ариев. Обратите внимание на такие слова, несущих позитив, как радость, свет, благодарность, рай, обратно яр. У нас, когда посвящают еду покойнику, говорят халар. Хала это нить, ар, ерун, ома, связь. Славяне переводят ар как земля, а на астинском языке ар. Дза мы говорим природа. Есть такое русское слово хорошо, а на астинском хуарз или хорз. То есть связь с Творцом, с Солнцем, Духом Творца, посредством материи, природы. И нас с вами, мы часть этой природы. То есть народ. В слове народ мы слышим род. Учитывая, что такое нар и сам народ, можно понять, что это люди одного рода. Еще в слове есть од. Од на астинском языке или уд это дух. Или частица Бога Творца. То есть люди одной культуры. Культра или агдау, огонь твой. Одного духа. Плюс од это 1, 2, 3. Или раз, два, три. О, это первичный звук вибрации, от которой возникло все мироздание. Символ абсолюта. То есть отдан, я есть дух. Или аздан. Воздан осетин. А если почитать народ обратно, то получается доран. Дор на асинском языке это камень. Применительно к дому мы говорим бундор. То есть основа, фундамент. То есть поняли суть? Кто такие нарты? Какой народ? Какая у них основа? Их дома, их края, там где их рай. Когда мы говорим да, на астинском языке да рай сомхорс. Почитайте обратно рай, яр. То есть свет, солнце, связь опять идет с Творцом, солнцем, светом. То есть наш рай там, где мы есть, через природу материи. Наша культура отличительна от остальных тем, что наш Творец, он и за пределами материи, природы, солнца, и посредством материи. И мы есть часть того, что нас окружает, творение. Поэтому и называют нашу культуру ариев или возданов, или астинов как богоподобные, ироны, иратта.